Уже неделю, как группа ученых-археологов под руководством младшего научного сотрудника отдела археологии Абиги Шандора Кайтан проводит раскопки на холмистой возвышенности вблизи села Хяцха Галского района. Исследование проходит в рамках проекта «Тайны Великой Абхазской стены» при поддержке благотворительного фонда «Амшра». Археологи исследуют два холма, где находятся остатки крепостного сооружения Куатания-Сурки, отнесенного Йосифом Адзембо к линии обороны Великой Абхазской стены. Ни дождь, ни каменистая местность, ни колючие заросли, ни помеха ученым. Исследователи шаг за шагом идут к заветной цели, к научным открытиям, обнаруживая уникальные артефакты. В рамках проекта «Тайны Великой Абхазской стены» мы попали на этот объект. Здесь 3 холма, которые нами исследовались визуально, но на 2 холмах нами были заложены раскопы. На 2-м холме мы также заложили шурф. Там мы обнаружили очень много керамических обломков, как пифосов, так и горшков, и разного типа кувшинов, а также с этими обломками, керамическими обломками, встречаются и человеческие останки, то есть кости. Местные жители поговаривают, что около 200 лет тому назад здесь проживал род по фамилии Куатания. Но когда началась эпидемия испанки, те, кто выжил, покинули свои дома. После этого здесь так никто и не поселился. Но о том, что эта местность ранее была обитаема, говорят и найденные древние захоронения, керамические фрагменты и 4 пифоса, которых может быть значительно больше. Мы обнаружили 4 сосуда, 4 пифоса, сохранились достаточно хорошо, но, как говорили ранее, здесь в советский период прошелся трактор и верхушки были сняты. Поэтому, когда мы стали копать ниже, мы не стали снимать полностью керамику, решили посмотреть на форму сосуда. И вот выяснили, что у него не просто такая вот яйцевидная форма, но еще и очень интересное дно. Мы решили один пифос собрать уже в Сухуми, когда будет камеральная обработка данных. Сложно судить на первый взгляд о ценности найденных находок, но и сейчас понятно, что они могут пролить свет на историю края и страны в целом. А для того, чтобы определить возраст человеческих останков, необходимо будет провести соответствующее исследование, которое даст ответы на все интересующие вопросы ученых. Археологи предполагают, что останки могут относиться к позднему Средневековью. Идея исследования Великой Абхазской стены у нас зародилась в 2017 году, когда мы реализовывали один из проектов, который предусматривал поход, 3-дневный поход вдоль Киласурского участка Великой Абхазской стены. Там мы поняли, что вопрос исследования требует более глубокого изучения. С этой целью был подготовлен новый проект, который предусматривал проход вдоль всей линии обороны Великой Абхазской стены от Киласура до Ткуарчала и участок от Ткуарчала до Ингура, который мало изучен, также мы решили увидеть своими глазами. Как пояснили участники археологической разведывательной экспедиции, они впервые сталкиваются с подобными артефактами. И, судя по всему, эта местность изобилует ими. Интерес к раскопкам проявляют не только ученые, но и местные жители, которые делятся информацией и помогают в раскопках. Они молодцы, они знают, как это делать, что они делают, профессионалы своего дела. Но это тут мало работ, понимаете? Тут надо еще поработать. Тут одно место, второе место, третье место. Вокруг вот так оно все идет. У ребят времени совсем уже на изрез. В гостях у археологов побывали и старшеклассники школ села Хяцха и городской средней школы номер 1. Молодым людям рассказали, как на основе данных, полученных в результате археологических раскопок, исследователи реконструируют повседневную жизнь средневекового человека. Ребята с большим интересом наблюдали за происходящими раскопками. Сегодня привели детей с Гальской первой школы, это старшие классы, 10-11. Наш поход был очень интересный, и вот исторические находки нашего района, нашего края заинтересовали наших детей. Детям было очень интересно, задавали много вопросов. Посчастливилось мне сегодня побывать именно здесь, увидеть, насколько серьезно, можно сказать, нуждается именно наш район в этих археологических раскопках, потому что я уверен, что очень много разных артефактов, которые еще не найдены. И археологические раскопки в дальнейшем будут
способствовать, можно сказать, организации музея небольшого на территории нашего района. Как сообщили нам ученые, находки в ближайшее время привезут в музей, где они пополнят коллекцию найденных артефактов в предыдущие годы. Очень важно успеть исследовать то, что может исчезнуть в ближайшее время. Ведь благодаря находкам ученых можно будет составить более полное и четкое представление о культуре и быте населения, которое проживало в этих местах в древности. Итоги археологической экспедиции будут подведены в июне 2020 года, а за ходом проекта уже сейчас можно следить в Фейсбуке на странице Апсны Абааш. Анжела Белава, Бежан Микава специально для абхазского телевидения.